еще вот одна, ну, может, не реплика, может, несколько предложений по поводу президента. Я давно работаю в реформах, я работала в целевой команде реформ, Национальной рады реформ в реформе, поэтому я как бы понимаю, знаю, что Ющенко пробовал в свое время таких, знаете, наркомов, у них с Пасхавером они очень часто говорили о том, что, возможно, необходимо ввести народных комиссаров с чрезвычайными полномочиями по какой-то реформе, допустим, там реформа охраны здоровья. Давайте введем человека, который был бы самым главным в реформе охраны здоровья, которому бы подчинялись министры, там министр финансов. Это вы к чему говорите, Галина? Я к тому, что реформа вообще штука мультидисциплинарная. И для того, чтобы... Вас ученый заговорила. Да нет, это не ученый. Вот вы часто говорите, это теория. Значит, ну, во-первых, это чепуха полная. Чепуха полная, это не ученая. Должен быть хаб в системе государственного управления, который... Вот пенсионная реформа, это Минэкономики, это Пенсионный фонд, это Минсоцполитики, это Минздрав, это, не знаю, куча вот министерств. У нас называется рабочая группа, хочешь что-то похоронить, создай рабочую группу. Так вот, это не работает. У премьер-министра есть функция делать коммуникации. Так вот, у нас это не только проблема Украины, это проблема в том числе и парламентов, и кабинетов министров европейских стран. Как только идет реформа, которая идет на стыке нескольких министерств, она не проходит. Да. Вот у сегодняшнего президента Владимира Александровича очень хорошо получается хабить. При том, что очень многие ему забрасывают, что он там не должен заниматься экономическими реформами. Но мне кажется, что эта функция вот у него очень хорошо получается. Когда есть проблема, там цены на коммунальные услуги, и нужно Министерство энергетики, экологии, Минфин, соцполитики, субсидии, Минэкономики и так далее. Вот когда нужно вот это все сделать, у него эта функция получается, и она происходит у него, это мои личные ощущения, не так, как это, допустим, происходило у Порошенко в административном таком, а вот он ищет какие-то творческие, креативные подходы в этой группе, и он дает людям, и министрам в том числе, реализоваться как политикам. Это тоже серьезная проблема. Если такую возможность им президент Зеленский дает, и вот те, кто не сможет реализоваться, они должны уходить с должностей, потому что кабинет министров и министры – это политические должности. И кабинет министров – это не авторитарное управление премьером. Каждый министр должен быть тем, кто инициирует нужные стране вещи.